Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 701.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.260 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 15 tank, 29 sistem artileri, 29 pesawat tanpa awak, 43 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.208 tank, 18.581 kendaraan tempur lapis baja, 28.278 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.150 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.309 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 42 pesawat nirawak Ukraina, 4 rudal HIMARS, dan 1 bom udara Hammer selama 24 jam terakhir. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 5 November. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat sejak dimulainya operasi militer khusus, total 647 pesawat, 283 helikopter, 35.258 kendaraan udara nirawak, 585 sistem rudal anti-pesawat dinetralkan. Termasuk 19.038 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.484 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda, 17.295 artileri lapangan dan mortir, dan 27.972 unit kendaraan militer khusus Ukraina dihancurkan. Berikut rangkuman militer Rusia dari garis depan. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 112-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска и Охримовки. Потери вооруженных сил Украины составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Голубовка. Отражены 6 контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 4 пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудие М119, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Анновки, Залезнянского, Часова Яра, Дальнего, Романовки, Курахова, Никифоровки, Северска и Славянска. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Казак», 9 автомобилей, 155-мм гаубица М777, 152-мм орудия Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30, 2 105-мм орудия М119, тактический радиолокационный комплекс АМХР, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 3 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов «Химарс», 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи.
нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Воздвиженки, Дзержинска, Кураховки, Зари, Красного и Димитрова. Отражены 11 контратак формирования 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 565 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 3 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна. Нанесли поражение формированием 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах Великой Новоселки и Раздольного. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 121-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Белозерки, Казацкого, Херсона и Токаревки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 миллиметровая гаубица 2,65 МСТБ, 2 152 миллиметровых орудия Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 105 миллиметровое орудие М119 и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 3 полевых склада боеприпасов. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.